самые замечательные. Вы выходите с улыбкой, вы кайфуете, это ваш праздник, да? Вы клевые. Вот что ты не улыбаешься? Давай, какая прекрасная у тебя улыбка. Мы улыбаемся, давайте и молодцы. В Южно-Якутском технологическом колледже города Нерюнгри состоялось долгожданное событие – обряд посвящения в студенты. Это важный момент для первокурсников, который символизирует их вступление в мир профессионального образования и начало нового этапа в жизни. Открыла мероприятие директор колледжа Ирина Подмоскова, которая поздравила студентов с началом их учебного пути и подчеркнула важность образования в современном мире. Для нас это действительно ключевое мероприятие нового учебного года. Студенты к нам пришли 1 сентября, и уже вы видите, что через 2 месяца они блещут своими талантами. Для нас это очень важное мероприятие, потому что оно способствует объединению, вот действительно включенности в общий образовательный процесс, который вы сегодня видите во всех его проявлениях. И в талантах, и в единении, и в умении работать в командах, защищать свои группы, работать вместе с новыми кураторами. То есть студенты за 2 месяца смогли сплотиться и показать, наверное, сегодня самое лучшее. Для нас новый набор – это очень большой набор. Впервые за всю историю колледжа мы набрали 625 первокурсников. Это, как вы понимаете, огромная армия, способная свернуть горы. И они обязательно их свернут. Для того, чтобы, наверное, район, республика и в целом страна развивались и были обеспечены лучшими кадрами. Для нас какая задача? Это готовить кадры, которые востребованы на наших предприятиях и в целом в республике Саха-Якутия. Чтобы эти кадры были профессиональными, чтобы их не нужно было переобучать, и чтобы они были уже еще со скамьи студенческой готовы выполнять любые производственные задачи. А самое главное, чтобы они сплотились и оставались дружными и после окончания нашего колледжа. Праздник прошел в формате большого представления, на котором первокурсники из каждой группы старались максимально удивить жюри своими творческими номерами. Нерюнгринский АГРЭС на протяжении долгих лет имеет дружеские отношения с Южно-Якутским технологическим колледжем. На протяжении всех этих лет мы плодотворно работали, и студенты, выпускники этого заведения приходили традиционно на работу на Нерюнгринский АГРЭС. Сегодня я впервые участвую в таком мероприятии. Оно, считаю, что получилось. Ребята прекрасные, получили яркое, очень интересное мероприятие. Всех их ждем на практику, на оплачиваемую и, конечно же, на работу на Нерюнгринскую АГРЭС. Уверен, те ребята, которые сегодня выступали, также ярко себя проявят и в работе. На суд жюри были представлены оригинальные номера, среди которых и танцевальные этюды, и вокальные эксперименты, и юмористические постановки, и видеоролики, так или иначе рассказывающие о будущей профессии. Электрик, где нам найти эту лампочку? За 3,9 земель, за 3,9 морей стоит дуб в том дубе, сундук сокрыт. В том сундуке медведь, медведь утка, в утке заяц, а уже в зайце яйцо. А в этом яйце нужная вам лампочка. Достаньте из нее провод. Сегодня было очень классно, весело. Просто отлично. ЮИТК большие молодцы. Я сам, как бывший студент, раньше учился в ЮИТК, и вижу, какой рост идет. Раньше, можно сказать, что у нас таких мероприятий поменьше было, а сейчас уже таким масштабом они делают. Большие молодцы. Также студентам, всем студентам ЮИТК хочется сказать, чтобы шли, строились к нам в Якутуголь. Ребят, вы не пожалеете, там отличный коллектив, отличные наставники и просто хорошие люди. И зарплатой вас тоже никто не обидит никогда. Для вас всегда, для нас открыты двери.
Промышленные предприятия, работающие на территории Нерюнгринского района, уже давно ведут взаимовыгодное сотрудничество с Южно-Якутским технологическим колледжем по подготовке высококвалифицированных кадров. А программа «Профессионалитет», реализуемая в учебном заведении, позволяет первокурсникам с уверенностью смотреть в свое будущее и быть уверенными в трудоустройстве. Мы не филологи, мы не ботаники, мы настоящие автомеханики. Мы настоящие автомеханики. Группа 24. Вообще я захотел поступить, просто потому что захотел. Я особо, у меня не было сильного выбора, но мне просто нравится обеспечивать безопасность. Мне нравится копаться в компьютерах, что-то изучать, программирование в целом. Для меня это прям что-то не знаю, меня просто в поток вбрасывает. Мне очень нравится это дело. И я захотел выучиться. Я решил поступить в ЮИТК, потому что мне понравилось, как они организовывают всякие мероприятия, и понравилось то, что они сделали новую программу «Профессионалитет». Я выбрал специальность айтишник, потому что с детства увлекаюсь компьютерами. Пока происходило мероприятие, наша группа очень сильно сплотилась, что нас связало, и мы выступили очень хорошо. Конечно же, я поступила в ЮИТК за счет возможностей, которые он предоставляет. Это программа «Профессионалитет», то есть дальнейшее трудоустройство. Это очень хорошо на самом деле. А дальше я планирую поступать на высшее образование, также по специальности программиста. На самом деле я считаю, что она очень прибыльная и довольно-таки масштабная в плане развития. Сейчас все будет строиться на компьютерах. Я решил стать студентом ЮИТК, потому что мне очень понравилась профессия, по которой я иду. Мне нравится сейчас там учиться, то есть я доволен, в принципе, то, что я пошел в ЮИТК. Меня это более чем устраивает. Учиться, если ты знаешь, то, конечно, будет гораздо проще учиться. Но, как по мне, учиться не сильно тяжело на данный момент. Про мероприятие. Я сам выступал на мероприятии, как я сказал уже, группа ИС-249. У нас получилось все хорошо, все хорошо получилось, все молодцы. Обидно, конечно, что не заняли призовое место, но так, в первую очередь мы делали для себя, а потом уже для кого-либо другого. Поступил в ЮИТК я не просто так. Мне, получается, рассказывали о ЮИТК мои знакомые, друзья. И также я ходил туда. ЮИТК, получается, несколько дней, получается, на сколько месяцев назад. И, в принципе, все. Почему? Рассказать также о моей профессии. Почему? О профессии? Потому что, я вообще, как сказать, наверное, вроде как слесарь. Вроде как буду слесарем, что-то такое подразделение какое-то идет. Вообще техническая эксплуатация, обслуживание, роботизированное производство, как переводится. И мы занимаемся, мы тоже, естественно, что-то с роботами, там все тому подобное, особо больше ничего не знаю. Я поступила в ЮИТК, потому что я живу в этом городе, у меня в ЮИТК училась старшая сестра, и он мне проходил по месту жительства и тому подобное. Почему я выбрала профессию? Я начала выбирать еще с 8 класса, так как я избирательна в этом плане, и когда я просматривала профессии, я увидела маркшейдерское дело. Я все про него узнала и решила, что эта профессия мне очень подходит и понадобится в будущем. Если о мероприятии, то мероприятие очень хорошее. Я благодарна ЮИТК, что он устраивает такие мероприятия для нас, для студентов, и для родителей. И, конечно, жалко то, что нет ни призового места, но мы получили диплом хорошей команды, и на этом можно все. Безусловно, время подготовки к посвящению в студенты стало большим испытанием не только для первокурсников, но и для их кураторов и, конечно, родителей, которые переживали за новоиспеченных студентов не меньше самих ребят. На этом мероприятии я присутствовала как представитель родительского сообщества студентов, потому что подготовка шла долго, действительно 2 месяца волнений, подготовки вместе с нашими детьми. И сегодня мы увидели то, насколько они талантливые, креативные. То есть в школе, конечно, таких мероприятий не было. И очень трогательно и очень непередаваемые эмоции, радость за своих детей, которые выступают на сцене, как, можно сказать, профессиональные артисты.
Для нас, конечно же, это для всех родителей очередной этап в жизни, который мы переживаем с нашими детьми, и мы очень верим, что на этом пути у них все получится, что они добьются успеха, они смогут получить самое качественное образование в самом престижном колледже нашей Якутии. Украшением праздничного мероприятия стали выступления творческих коллективов Южно-Якутского технологического колледжа, танцевальной студии «Экстра» и кавер-группы «Инверсия», представивших зрителям свои лучшие номера. Мероприятие завершилось парадом первокурсников и общим фотографированием. Ну а жюри, в состав которого вошли представители партнеров Южно-Якутского технологического колледжа, предстояло решить непростую задачу – определить обладателей специальных номинаций, а также 3-го, 2-го, 1-го места и гран-при, к которым, помимо соответствующих дипломов, прилагались подарки и денежные призы от промышленных предприятий района. Посвящение студента награждается группа Тора 24-9. Я также от компании «Якутуголь» сертификат на 20 тысяч рублей. Диплом за 2-е место в группе ТГМ 24-9. Первое место я хочу наградить группу СП-24-9. Ребята, вы нас покорили! И сертификат на 50 тысяч рублей. Единогласно, по мнению членов жюри, гран-при «Посвящение в студенты 2024» получает группа СС-24-9. Посвящение в студенты – это не просто формальность, а важный шаг на пути к взрослой жизни. Безусловно, каждый из этих молодых людей найдет свое место в мире и сможет реализовать свои мечты благодаря знаниям, полученным в Южно-Якутском технологическом колледже.